Юнусбек Евкуров принял участие в итоговом заседании коллегии Минздрава России. Ингушетия является одним из лидеров среди субъектов по долголетию. Средняя продолжительность жизни в регионе уже составляет 81 год. Об этом рассказал Юнусбек Евкуров. Также одним из итогов прошлого года в республике стал демографический прирост населения более чем на 7,5 тысяч человек и снижение младенческой смертности. Буквально 5-6 лет назад мы вообще не думали о 2 или 3 уровнях науки. Я помню первый приезд министра здравоохранения, коллектива, заместителей, со слезами на глазах. Реально была очень тяжелая ситуация. За 5 лет мы сделали революцию с помощью министерства. Вам, вашей команде огромное спасибо, низкий поклон от меня всех жителей республики. И сегодня у нас улучшилась демографическая ситуация. Уменьшилась общая смертность. Показатель 3,2. Одна из лучших в стране. Но самое большое достижение – это снижение детской смертности, младенческой смертности, которая снизилась от 15 в 2008 году, до 7,3. Да, мы должны еще идти вперед, но введенный перинатальный центр, введенная детская клиническая больница сегодня позволяет нам делать выводы, что буквально в течение года мы выйдем на общероссийский результат. А также, конечно, отсутствие материнской смертности. 2 года мы на нулях будем стараться это делать. Борьба с раком стала одним из главных направлений работы в области здравоохранения Ингушетии. В прошлом году впервые было выявлено 862 случая новообразований. Показатель смертности от рака в республике снизился на 1,2%. В ходе выступления на заседании коллегии глава региона отметил, что если в 2015 году высокотехнологичная помощь в республике была оказана 32 пациентам, то в 2017 году такую помощь получили более 2000 человек. Мы буквально за 6 лет построили 25 стратегически важных объектов для республики. Это и онкодиспансер, и перинатальный центр, детская клиническая больница, тубдиспансер. Мы сегодня проводим очень много мероприятий, и в частности 8 этих организаций мы уже республиканский статус. Большое внимание уделено и сельскому здравоохранению. Были построены 2 районные больницы Баскогорных, Села, районная туберкулезная диспансер, поликлиника, центральная районная больница, 10 ФАПов. И это мы продолжаем делать в этом году с помощью министра здравоохранения целого. Еще в 2015 году мы оказывали, технологическая помощь была оказана в 15-16 году, где-то у нас получалось 32 пациента, а в 2017 году мы уже более 2000 пациентов уже дали помощь республике. Это опять экономия бюджетных, в том числе средства федерального фонда медицинского страхования. Почему? Потому что меньше уезжает, да, люди лечатся на местах. Это довольно колоссальный помощь. Самое главное, что доверие жителей самим работникам здравоохранения